Здравствуйте, меня зовут Арарат, я живу в Ницце, работаю в этой парикмахерской, стригу всех, и особенно большинство приходят чеченцы и хотят чеченскую прическу. И вот я сейчас делаю чеченскую прическу. Вот, например, чеченская стрижка. Как появилась чеченская стрижка? Когда приходят, мне говорят, мне чеченскую стрижку. Вот эту чеченскую стрижку надо делать или короче, или длиннее, или средней. Уже как это появилось? Они говорят, вот здесь немножко вот так бери, вот это вот так бери, вот так бери. И появилась чеченская стрижка. Вот что я и делаю. И где-то 80% у меня только чеченцы. Вот по интернету, когда видят меня, приходят, вот спрашивает чеченскую прическу, они уже слышали это все, и мне уже не трудно стричь кого-то из ребят. Вот среди чеченцев все строго, все четко надо быть. Не такие там, я не говорю, что арабские это плохие прически, но у них разные, короче. Они не любят арабские прически, поэтому они ко мне приходят. Четко и ясно. Вот почему я стригу и говорят чеченская прическа и тому подобное. Потому что в Армении я еще стриг, и как-то армянские, чеченские прически, как-то мужские прически, как-то они похожи друг друга. Поэтому у всех, что я стригу из Кавказа, всех нравится. Я вот стригу строго средний уровень, не длинный, не короткий. То, что он захотел. И в конце увидите результат. Вот открыл я эту парикмахерскую 2 года тому назад, но у меня опыт больше 30 лет. Так что не могу промахнуться. Никак. Нету пока еще такого человека, чтобы отсюда недовольно ушел. Я постараюсь сделать так, чтобы все довольны ушли отсюда. Меня зовут Диана, я напарница, я работаю у Арарата. Уже 3 месяца, очень довольна, мастер замечательный, обучает меня своим прическам. И очень известной прическе, чеченская прическа, которую мы сегодня провели, которую мы сегодня сделали, уложили мальчика. Наш мальчик красивый, молодой и готов. Можно жениться. Так что в Ницце чеченская стрижка есть и будет, пока я здесь работаю.